церковь была. И когда-то в старое время, как умирал человек, его привозили в церковь на ночь, не держали в хате. И женщина была беременна, и ее привезли в эту церковь, закрыли зимою, и она померла. Перевернулась, и дитя то родилось, все померзло, и после того закрыл поп церковь. Тут стояла церковь, и сильно уже людей было богато, ходили в эту церковь. Стала женщина рожать. Ну и за ее не рожается, обмерла. За ее положили в гроб и занесли в церковь. А на что они ее забили, говорит, я по сегодняшний день, так дед рассказывал, не ведаю. Уже открыли церковь, надо же забрать, хоронить ее уже. Вот, открыли, зашли в церковь, а пошел род. Ну, знаешь, как по церкви. Пошел род. Как глянули, что пошел род, значит, что-то же не то. Они открыли крышку, взорвали, а она родила хлопчика, да и подтягла к себе. Да и захлопнулась. И сразу скасовали закрыть. Все, не разрешили, чтобы была сразу закрыта. Зняли ту церковь. Да крест стояв колись, вішали оброки люди. А тепер ніхто креста не поставить. Вот оно и зовется. Березы росли до войны, до войну. На березы береза была тут. На березы, на те березы подсякали. І він возьме, зробить крест, а комсомольці його обернуть і знесуть, а дід і знов возьме да зробить хведер. Так отже, от як ти по этой стороні йдеш, так це вже насіялися тут. А як ти перейдеш на эту сторону, де ховали, дід Хведер казав, священників, тих покойників, тут уже шишки. Так же вот погляди, нигде не растут яны, кроме на кладбищах и тутака. Вот. Потому что тут ховали.